Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер. Хайр Ликич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, на этой неделе в Казани завершился съезд Всемирного конгресса татар. В нем приняли участие почти 1500 делегатов со всего мира, в том числе 76 регионов Российской Федерации, 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. Конечно же, представители нашей республики. В этом году съезд юбилейный, посвящен 30-летию Всемирного конгресса татар. Итоги, планы, перспективы, изменения, стратегии, задачи сегодня обсуждаем в нашей программе. Тему мы назвали так, как «Всемирный конгресс татар. Новые вызовы». Не знаю, правильно или нет, сейчас мы как раз обсудим это с нашими гостями. Моими самыми любимыми гостями, с которыми мы, наверное, прожили весь прошлый год с этой всероссийской переписи населения. С удовольствием их представляю. Радик Римович Салихов, директор Института истории имени Шахбуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук. Хайр Ликич. Хайр Ликич. Член Милишура, да. Ну, это потом мы обсудили бы уже Ремзеля. Ремзель Салихович Валеев, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-студии Всемирного конгресса татар, член Милишура и СМСС. Все, уже поздоровался. Искандер Лерунович Извайлов, ведущий научный сотрудник Института истории имени Шахбуддина Марджани, доктор исторических наук. Рада вас видеть. Хайр Ликич. С нами сегодня Альфия Хамадиновна Димитрова, председатель татарской общественной организации в Болгарии, Волжской Булгарии, город София. Рада вас видеть, что вы еще остались в Казани после Всемирного конгресса татар, после съезда. Спасибо. Член Милишура, да. Вот мне тут уже режиссеры уже подсказывают. Ну и, конечно же, Дамир Валерьевич Исхаков, главный редактор журнала «Туганжир», доктор исторических наук, член Милишура. Старейший работник, 30 лет сидел в Конгрессе. 30? Не сидел, а работал в Конгрессе. Давайте все-таки с этого начнем и зададим тон программы. По скайпу мы ждем тоже еще одного гостя. Надеюсь, что все у нас получится. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения при помощи кнопок на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. И, как всегда, по традиции, хотим начать с результатов нашего соцопроса. В начале этой недели мы задали интернет-аудитории ТНВ. Да. Согласен? Да, Ремзель Алексеевич. Итак, результаты соцопроса. Интернет-аудитории мы задали такой вопрос. Какие основные задачи должен решать Всемирный конгресс татар? Способствовать сохранению и развитию языка и культуры. Так ответили большинство, 58% проголосовавших. Активнее объединять татар вне Татарстана. Так высказался 21% респондентов. И еще 21% посчитали, что главное – это сохранять татарскость в молодом поколении. Зрителям мы задаем такой же вопрос. Интерактивное голосование у вас на экране. Итоги подведем в конце программы. Но для начала, как бы эксперты оценили результаты этого опроса и что бы вы выделили как главное? Радик Римович, все-таки с вас начнем. В общем-то, результаты этого опроса, они подтверждают ту потребность нашего народа в тех мерах, которые должны быть приняты для сохранения народа. Конечно же, среди вот этих старых новых вызовов надо отметить в первую очередь сохранение единства татарского народа, который сейчас живет во всех уголках мира, и укрепление его национального самосознания. Вот эти два основных направления, которые необходимо сохранять, развивать. Ну, он с этими целями и создавался, все эти цели? Да, конечно, это уставные цели Конгресса татар, и все эти годы он этим занимался и успешно занимался. Хорошо. Как он занимался? Определенные итоги работы мы тоже подведем. И что вообще обсуждалось на съезде. Дамир Валерьевич, как бы вы результаты соцопроса и что бы вы выделили как главное? Удивите нас. Этот соцопрос отражает реальную ситуацию. Запросы, да, общества? Да, наш народ предлагает Конгрессу больше заниматься культурой, консолидировать народ, в том числе вокруг Татарстана, и общими усилиями поддерживать наше вот состояние нынешнее хотя бы на этом уровне. Но, тем не менее, есть другие задачи, о которых еще будем говорить. Хорошо, спасибо. Давайте леди прекрасно на нас ответит. Да, Альфия Ахмадиновна, на ваш взгляд, все-таки? Ну, на мой взгляд, с точки зрения, что мы живем за рубежом, конечно же, этот конгресс татар, который существует, он является для нас объединяющим фактором, потому что мы как бы согласовываем всю свою работу, в смысле ориентиры свои. Они нам оказывают очень большую поддержку, когда мероприятия, и это способствует также объединению татар-башкир, которые проживают за рубежом, в частности, вот в Болгарии. И для нас это большая помощь.
Ну, все-таки вот кто за пределами, у него сразу, да, Да. другая задача. Не то, что другая задача. Задача та же, но стремление более явно выражено. Стремление, потому Да. что это также нам позволяет испытывать чувство гордости за нашу республику. У нас есть там много чего, чем мы можем представить. И когда люди говорят слова восхищения там, вот, нашими артистами, да, нашей культуры, которую мы там представляем активно, нам, конечно же, приятно, а также ощущаем поддержку Конгресса, потому что они способствуют более достойному представлению. Представлению, да? Да, потому что они нам там артистов посылают. Ну там, хорошо, каких-то Альфия Хамовна, да, об этом чуть позже. Ремзит Сальхович, вы бы что выделили главное? Поставленные вопросы и ответы я услышал уже 30 лет назад, в 92 году. То есть вы хотите сказать, что запросы не Именно поменялись? Вот это примерный вот такой ход мысли, шаблон мысли, именно такой и ответ. Меня это, конечно, не удовлетворяет, ибо я с волнением ждал ответы на свои вопросы, и кое-какие ответы тоже получил. Конечно, там правильные ответы, правильные вопросы, но на них отвечено 30 лет тому назад. Но за это время много поменялось. Поколение другое выросло, глобализация, социально-политическая, идеологическая ситуация другая, настроение татар и уровень ассимилированности совершенно другие. Возникли новые вопросы. Поэтому мы, тут эксперты в основном, эксперты, конечно, хотели бы и спросить, и отвечать на эти вопросы по-своему. Ну, я думаю, что будет время, дойдет до этого хорошо, времени. а- А сегодня мы отвечаем на вопросы глобально. Вот я перевожу этот вопрос. А татары не передумали ли, не отказались ли от своих намерений, как выживать? А государство не отменяет ли татар? А Россия как к Татарстану, к татарам относится? И есть ли у нас возможности сохранить как национальность? И на эти вопросы ответы получили. Хорошо, спасибо. Послушаем, потом обсудим. Искандер Лерунович. Я считаю, что самый главный ответ на самый главный вопрос – это третий. Сохранить татарскость в молодом поколении? Да, потому что это является ключевым моментом. Все остальные – это вопросы, моменты, которые показывают нынешнее состояние, как бы стагнируют, что ли, ситуацию. В то время как, если мы не сможем передать свою идентичность, свою культуру, язык и вот способность к консолидации молодому поколению, то нации не будет. Поэтому я считаю, что вот этот третий вопрос, третий момент является ключевым, и на него должно быть обращено наше главное внимание. Хорошо, спасибо. Съезд не просто юбилейный, да, 30 лет Всемирному конгрессу татар, и в человеческом измерении тоже переход от становления к взрослению. Да, мы понимаем, что определенная перезагрузка, наверное, нужна. За годы предыдущего съезда начал активно работать Национальный совет, принята реализовать стратегии развития татарского народа. Искандер Лерунович, подождите, о стратегии мы тоже поговорим. Состоялось празднование, были важные даты, которые мы здесь с вами также обсуждали на этой площадке. Это празднование столетия ТСР, 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии, прошла всероссийская перепись населения. То, что значение съезда оценили на всероссийском уровне, да, на федеральном уровне, надо все-таки подчеркнем. Я хочу все-таки процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина. Поздравительную телеграмм, приветственное слово он направил участникам съезда. Цитата. «С удовлетворением отмечу, что Всемирный конгресс татар, объединяющий татарские национально-культурные организации во многих регионах России и зарубежных странах, встречает свои юбилей значимыми успехами. В тесном взаимодействии с органами государственной власти и общественными организациями он проводит большую содержательную работу, направленную на сбережение родного языка, красивое слово, кстати, развитие древней уникальной культуры татарского народа, воспитывает у молодежи приверженность традициям и обычаям предков, высоким идеалам патриотизма и справедливости. И сегодня представители татарского народа честно выполняют свой долг перед Родиной, защищают Отечество, демонстрируют выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте и других сферах. Внимание президента России. Поздравительные телеграммы поступали от ряда руководителей зарубежных стран, в том числе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Руководителей субъектов России поздравляла. Конечно, статус съезду это добавило. Да? Это даже для нас, журналистов, это было явно, что это давно и серьезно мы соскучились по этому съезду. Это одно. Но все-таки сегодня хочется понять, вот такие форумы все-таки важнее тем, вот мы сейчас услышали, да, для тех, кто живет в Болгарии, для тех, кто живет за пределами, и это шанс и возможность приехать на свою историческую родину и проникнуть, я не знаю, сопричастность, да, прочувствовать. Либо все-таки сегодня этот съезд был важнее нам самим. Дамир Мавлевич.
Ну, вообще-то главная цель Конгресса все-таки объединить те группы, которые в диаспоральном состоянии живут, то есть за пределами Татарстана. Потому что внутри Татарстана есть у нас правительство, которое способно решить местные задачи. В других регионах таких возможностей нет. Поэтому Конгресс был создан как инструмент решения этих задач. Я думаю, что в определенной степени мы справляемся с этими задачами, но, правда, далеко не полностью. И потом надо понимать, что не все от нас зависит. Вот то, что Искандер Леронович сказал, отсутствие этого недостаточного самосознания, особенно молодежи, это серьезная проблема. Да и с родителями не так-то просто. Когда даже можно преподавать татарский язык, далеко не все родители выбирают татарские группы для обучения своих детей. И без изменения самосознания там ничего поделать невозможно. Вроде бы российские законы позволяют, хотя и в минимальном количестве, преподавать родной язык, литературу. Но даже эти часы мы не выбираем полностью. Это вот серьезный вопрос. Конечно, здесь есть доля недоработки Конгресса, но я думаю, что особый вопрос – это недостаточный уровень самосознания. Национальное самосознание у нас недостаточное. И над этим надо работать. В том числе через механизмы преподавания национальной истории, усиления определенных коллективных действий, особенно вот для молодежи. Мотивация нужна, да? Да. Я вот в прошлом году и в этом году ездил в Пензу. Там впервые религиозные деятели мне сказали, что что-то молодежь слабо ходит в мечети, а социализироваться и изучать национальную культуру не хотят. В общих тусовках только ходят. Это проблема. Я думаю, что это не только для Пензенской области характерно. Вот об этом тоже приходится думать. Хорошо. То есть с национальным самосознанием все-таки и для нас, в первую очередь для нас самих, судя по всему, это важно, да? Я так понимаю. Да. В первую очередь для нас. Радик Кремович, на ваш взгляд, все-таки кому важнее? И вот, возможно, просто исторически, если проследить историю, да, Всемирного конгресса татар, съездов, сегодня, возможно, запрос общества как раз был на национальное самосознание у нас самих. Нет? Ну, совершенно верно. Это всем татарам надо, независимо, где он проживает, в Австралии или в Казани, или в Варском районе где-то. Потому что Всемирный конгресс татар – это единственная в мире общественная организация, которая, в принципе, представляет духовные, культурные интересы татарского народа. И, конечно же, чтобы разбудить это национальное самосознание, надо сосредоточить все силы, и государственные, и общественные, и личные, в первую очередь личные силы человека. И, конечно же, вот в этом процессе огромную роль играет Конгресс татар, поэтому он важен для всех татар. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Итак, продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Говорим сегодня о съезде Всемирного конгресса татар, юбилейной дате, новых вызовах, которые сегодня стоят. Ремзиль Салихович говорит, что-то я мало говорю сегодня. Вот, Ремзиль Салихович, сейчас Дамир Мавлевич говорит о том, что, ну и Радик Кремович, я думаю, что все тоже поддержат, что сегодня говорим о национальном самосознании, но чаще всего звучало, кстати, на съезде слово, и я думаю, вы тоже его зафиксировали, это глобализация. Да? Это слово звучало чаще всего, это же звучало и в речи президента. Рустам Минниханов обозначил, что одним из главных вызовов современной эпохи является глобализация. Как в этих условиях можно сохранить национальную самобытность, цитата президента, сейчас нам ее дадут, наше богатое историко-культурное наследие, семейные ценности. Конечно, большую роль играет семья. Также важное место занимает религия. В мечетях необходимо создать условия для изучения татарского языка. Весомый вклад в сохранение языка и национальной традиции привносит и движение «Салят». Мы планируем активно развивать новые проекты, привлекать другие регионы. Вот, в общем-то, вот в этой небольшой цитате все понятно. Глобализация есть, как сохранить национальную самобытность есть, религия есть, но вопрос, почему там должны изучать татарский язык, да? Семья есть, молодое поколение через «Салят» есть. В общем-то, вот достаточно емкая фраза, где все смыслы есть. Но все-таки мы сейчас говорим, как сохранить национальное самосознание. Как сохранить, что предлагалось, что критиковали, что мы услышали на этом съезде и с чем мы сейчас вступаем в новую пятилетку. Давайте тогда с этого пойдем. Президент услышали, в принципе, уже вот буквально вчера мы собрались после съезда, и представитель Национального совета Шейх Разиев дал распоряжение внутри исполкома отдельного человека поставить по делам как раз религиозных заведений с целью продвижения преподавания татарского языка. Но, конечно, мы идем на этот шаг не от хорошей жизни, так как в школах часов недостаточно, надо использовать другие площадки. В мечетях очень много курсов по исламу, и там запросто можно преподавать, если есть преподаватели. Ну, такие есть опыт, по-моему, в Нурлате уже, там и есть преподаватель татарского. Но это надо больше продвигать сейчас. Для этого, конечно, нужны адаптированные учебники, может быть, нового типа. В принципе, этим можно заниматься. И
Наши предки лет 200 занимались этим, поэтому ничего нового для нас нет. Просто вот в новых условиях можно таким образом действовать. Я здесь приветствую то, что вот президент сказал. Это новое направление, надо активизироваться. То есть съезд завершился позавчера, а вчера уже было Да. принято решение об этом. То есть, хорошо, что еще из таких ярких предложений, Искандер Лерунович? Что понравилось, что не понравилось, что было интересно, либо не было ничего, ничего нового? Либо действие, любое действие лучше, чем бездействие. Бездействие. И любое какое-то желание что-то изменить, и в словах президента явно звучала вот фраза, которую он повторяет неоднократно, о том, что мы не должны быть таким сувенирным народом. И я думаю, что это главная мысль, которая именно у всех на слуху, и все понимают, что это не так. Но для того, чтобы решить эту проблему, необходимо, есть два способа. Организованный, поэтапным, с расчерченным планом или просто хаотичное движение. Я вот полагаю, что мы все считали, что Конгресс должен дать какое-то направление, какой-то план движения. Но ничего этого сделано не было. Никакого плана развития идентичности, самосознания, объединения регионов, кроме вот такой фестивализации Конгресс-татар, не предложено. Я считаю, что... Искандер Лерунович сам занимался стратегией, вот они выработали стратегию, сейчас мы выполняем. Нет, вы сейчас опять в эту стратегию, подождите. Не, вот, то есть необходимо выполнение определенных последовательных шагов для того, чтобы их реализовать. То есть сейчас были хаотичные предложения, которые не систематизированы. И никак не систематизированы. То есть Дело не в стратегии, не в программе, а дело в реализации того, что вытекает из этой программы, что вытекает из этой стратегии. А какие шаги, то есть, грубо говоря, вот есть политический план, а должны быть, как пошагово определены диспозиции для каждой роты, полка, дивизии и армии. Вот у нас общий план есть, а плана движения нет. Не детализирован. Нет. Так, Ремзис Салихович, ваш час. Правильно говорит звездный. Искандер Лерунович. Хочу возразить. Что? Пошагово расписать всем общинам, регионам или 400 организациям с социальным слоем невозможно. Если это вот так уже расписывали, и при коммунистах расписывали, и сейчас не прочь выстроить. В том-то и дело, Конгресс – это союз общественных объединений. Я мечтаю о времени, когда сам народ себя как вот за свои волосы вытаскивает. Вот Дамир Мамлевич говорит, что вот люди не хотят сдавать своих детей. Люди просто не читают газеты, татарские журналы или о Татарстане, не читают ваши исторические книги. ЕГЭ выбрал один человек. Мы говорим, что как будто нет плана. А план, то, что Рустам Нургалевич, его статья по поводу сувенирного, это же его предвыборная статья, Конечно. это в конце прошлого года, прекрасная статья. И не случайно Ватаном Татарстан, оказывается, в специальном номере, посвященном Конгрессу, эту статью перепечатал. Я перечитал ее. Там это есть. Потом умные люди писали в обращении Путина, и оценка, и задачи есть. Потом я с первого съезда резолюции и читал, и постановление, устав писал Конгресс татар 30 лет тому назад. Все это есть, давно уже пошагово расписано. Но почему-то Аркаил Зайдулла, депутат, член Миллиса Шура, в своем выступлении, первом выступлении после докладчиков сказал: я советую вам найти и почитать, и послушать Аркаил Зайдулла. Там, наверное, перевод на русский, конечно, на татарский. Он же сказал, половина народа на родной язык не знает. Он не сказал про Татарстан еще. Это же Татарстан, где есть возможности. Получается, вообще, я понимаю, где-то в Сибири, на Дальнем Востоке, положение довольно критичное, поэтому мы расслабляться никак не можем. Общее настроение от съезда, конечно, хорошее. Какая-то перезагрузка произошла. Как-то все поверили и узнали, как кибла, как ориентиры. Но вот то, что Аркаил Зайдулла повесил вопросы, высказал, никто не смог на этом же уровне ни продолжить,
не возразить, потому что, получается, его не критическое замечание, его оценка наполовину разрушила наши ура-ура речи хвалебные. Когда как только хвалебные речи происходят, друг друга восхваляем, начальству благодарим. Это я помню, когда КПСС так бесшумно умерла позорно, и мой любимый комсомол исчез. Куда делись? Где были? Да потому что сверху все делалось, а сам народ не втягивался или формально повторял. У Конгресса татар есть все возможности именно народную энергию консолидировать, чтобы яркие, талантливые люди свои мысли и предложения давали. А то, что мы повторяем, к сожалению, вынуждены повторять задачи 30 лет уже, 8 съездов, никто не спросил, а что делали на 7-м съезде. Кстати, это был внеочередной съезд. Интересно, если время... Прочитали ли, посмотрели ли в YouTube-канале выступления всех делегатов? Потом удовлетворяющим, и у нас спорили мы на странице Татар-Информа. Мы возражали друг друга. Конечно, не обливались. Я думал, что сегодня нам получится так, пока не получается. Жириновский же умер, со мной обливался. Ну, вот поэтому съезд это, конечно, общий духоподъемное получилось. Концептуальные идеи правильные, а остальное от нас зависит, потому что обо всем там не поговоришь. Нам не надо ждать, когда и начальство скажет друг другу какие-то решения 8-го съезда Конгресса татар выполним. Вот так не должно быть. Хорошо, спасибо, Радик Кривович. Вот полярные, в общем-то, мнения говорят, программы Я нет. неоднократно говорил, пусть Радик Кривович скажет смысл стратегии. Действий нет. Что на ваш взгляд? Какие впечатления, какие предложения от съезда? Дмитрий Салькович. Ну, я согласен с тем, Я тоже журналист. я согласен с тем, Авторы что пусть на съезде действительно были обозначены проблемы, которые сегодня, в общем, мучают наше общество и, в общем-то, обозначили те большие задачи, которые необходимо решить. А теперь уже за нами, за всеми, вот как Искандер Леронович говорит, детализация, дорожная карта, каждый на своем месте. И вообще, начиная со своей семьи, надо начинать уже работать. И каждый тут руководители учреждений, простые служащие, работники, каждому это по силе начинать реализовывать. Но вы не согласны с Искандером Леоновичем, что это такой фестивальный... Дмитрий Шарипович именно об этом Вы знаете, говорит, надо заняться с детьми, наконец. Конечно, мы говорим про политику. Всегда имеет такой, знаете, ну, немножко праздничный характер, потому что люди давно не виделись, встречаются, там немножко такой флер есть. Это нельзя сказать, что сугубо деловое совещание, это праздник. Поэтому да, тут я согласен с ним, что есть такой налет. Но в то же время на этом съезде действительно произошел поворот. Поворот, мы уже видим наши ошибки прошлых лет, и мы видим, что да, надо работать уже плотнее. Но ведь, чтобы с молодежью работать, надо с их родителями работать. Потому что все с семьи начинается. Если родители не разговаривают со своими детьми, родители потеряны, внуками не разговаривают, то какая молодая поросль пойдет по национальному пути? Да не пойдет. Все идет из семьи. Половина родителей татарского языка Конечно. не знает. Давайте, даже те, кто знает друг с другом, и Дмитрий при детях родители, знающие родной язык, говорят не на родном Альфия языке. Ахмадиновна, Все, на этом вопрос закрывается. Дмитрий Салькович, давайте Лиде прекрасное слово дадим из Болгарии. Татарским владеете? О национальном самосознании хочу сказать. Да, Например, давайте. за рубежом, как, да, из своего опыта. Мы начали проводить мультикультурные публичные мероприятия. И вот потихоньку стали подтягиваться. Но поскольку мы проводили, у нас по 5-7 тысяч человек вообще приходят СМИ, Татары, телевидение, да, все. И из бывшего Советского Союза, и местное население. И вот когда мы провели первое, вот тогда как бы начали проклевываться люди, надо же их как-то привлекать, а не искать, ты татарин, не татарин, да, вот так вот. И когда уже на следующее мероприятие, вот я говорила, вы пригласите свое окружение, своих друзей, своих там соседей, коллег, и пусть они, чтобы вам не объяснять, кто вы, откуда вы, какая у вас культура, они придут на Сабантуй, например, и все увидят, попробуют, и таким образом стали люди сами звонить, переходить, и были даже такие случаи, что они там стояли, плакали и говорили, мы забыли, кто мы. Вот. И вот когда песни слушали, вот эти вот татарские, да, у нас артисты приезжали, там все, и они плакали, и потом они стали подтягиваться. То есть я считаю, когда постоянно проводишь такие мероприятия, которые интересные, которые вкусные, да, и люди подтягиваются, начинают объединяться. И вот у нас во время пандемии
У нас столько было звонков, сыпались, люди просили мероприятий, потому что они объединяют, просыпается национальное самосознание, они уже говорят, кто мы, откуда, и даже есть люди, которые начинают учить и язык. Прекрасно. вот Пока там, останавливаем, смотрите, Резидент Саликович, нет? простите, новости Татарстана прямо сейчас. Мы продолжим сразу после них. Не переключайтесь. Увидимся. Еще раз всем здравствуйте. В студии Светлана Кадырова, ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Тема сегодня Всемирный конгресс татар, 30-летие, новые вызовы. Остановились мы на замечательной, красивой гости нашей сегодняшней, Альфия Ахмадина. Вот в Болгарии где можно услышать татарскую речь? А вообще вы сами владеете татарским языком? Если мы сейчас вот об этом Да, ну, я с детства, конечно, владела, очень хорошо говорила. Ну, потом со временем, когда уехала жить в Болгарию, более 20 лет живу, тогда не с кем было там общаться. Но вот когда уже чуть попозже мы вот объединились, сделали организацию, мы собираемся. У нас достаточно много людей, которые говорят на татарском языке. На бытовом уровне я, конечно, тоже могу говорить. Вот. Мы там поем песни, но кроме этого мы везде на публичных мероприятиях мы принимаем участие. Например, международная посольская ярмарка каждый год проходит, где представляет свою продукцию каждое посольство. Более 70 посольств каждый год участвует. Посольство России нас приглашает с нашей выпечкой, костюмами, песнями. Мы там каждый год, у нас приходят люди. Не. А вот татарский? Вот, Да, татарский, да. То есть Татарский- не только татарский мы язык. говорим, и нас слышат. Потом мы проводим Где вы его учите? Где? Есть ли преподавание для детей в школах? Как Вот, вы, как родители? Для детей в школе у нас, конечно, нет. Сначала мы думали, что у нас будет преподаватель. Это был лучший вариант обучения, когда был бы живой преподаватель, понимаете? У нас, к сожалению, такого нет капацитета, да, и онлайн, когда начинают, мы начали там онлайн, но оно как-то потихоньку приходит как бы к такая нулевому дежурная. результату, да. Следующий момент, вот, например, нас пригласили в международный лагерь принять участие, чтобы мы на каждый заезд заканчивался детским сабантуем, потому что они приходили, видели у нас. И в свою очередь я предложила там проводить тематические заезды, изучение родного языка. И вот это тоже нашел отклик, где бы уже будет преподаватель, повар, все погружение в такое вот музыка. И языковую, в том песни. числе, да. среду. Вот это вот очень хороший вариант, я Хорошо, считаю. спасибо. Я сейчас... Я добавлю, Да. 30 лет тому назад, когда мы собрались на первый съезд, порадовались, поставили задачи, не было телерадиокомпании ТНВ. Не было. Не могли 20 болгары лет нам в и этом году, болгарские Рензель татары Саликович. и Дальний Восток смотреть. Теперь есть хоть на русском, хоть на, ТНВ «Планета». на татарском. Да. ТНВ «Планета» специально еще. Не было Шаян ТВ. Не Майдан было сейчас интернет, прозвучал когда на съезде, кстати, Майдан. Через интернет можно вывести на спутник. Тоже спектакли хорошая смотреть. идея. Не было международного кинофестиваля мусульманского кино из Казани. При желании сегодня, находясь в Болгарии или в Венгрии, хоть в Америке, хоть в Финляндии, можно жить как один народ. И вот эта передача при желании можно смотрим, смотреть, конечно. можно переводить Эти даже передачи, да. через интернет. Возможности огромные появились, вот, и задачи другие. Вот, поэтому я хочу сказать, Слово сказали. надо Интернет, сейчас уже с точки зрения нынешних реалий смотреть. телевидение и вот эти фестивали – это все важная часть, но недостаточная уже в нынешних условиях. Сейчас идет цифровизация. И вот если татары не создадут свою сеть в интернете, не завоюют интернет, не создадут татнет, то мы будем проигрывать. Нам необходимо завоевать, нам необходим большой домен и образовательный, и исторический. Вот в Институте истории у нас Нет, у нас существует десятки большой- разрозненных платформ, они Да, существуют да. сегодня. А да? вот То есть нужно их единой системы нет. объединить, да, какую-то систему сделать. Хорошо. Ну, вот Институт истории, его сайт смотрит миллионы. Эхо веков журнал смотрит. Смотрит, Раз да. татарский интернет, не обязательно только татароязычные. Исторического материала, видеоматериалов, роликов. Много на любом Нет, как языке никогда есть. контента сегодня достаточно. Вопрос, что он разрознен. Мы, наверное, сейчас об этом говорим. А нужно ли, Дамир Мавлевич, а вот нужен
Татнет, реально. Тут возникал вопрос о том, что в рамках Конгресса татар на этот раз не было подробных обсуждений. Были. У нас мы в первый день занимались в секционных занятиях. И серьезные секции состоялись. Например, я был руководителем, модератором секции, посвященной личностям. Была секция по краеведению. И там было выработано много конкретных рекомендаций. Вот, например, моя секция, где мы обсудили проблему личности, скажем, сначала осудила то, что у нас происходит неправильная трактовка исторических личностей. Например, о Сюймбеке дискуссии были последнее время. Да. Угу. Народ сказал жестко, что так относиться к Сюймбеке, который является образом матери нации, нельзя просто. И даже предложили в Казани одну из улиц назвать именем Сюймбеке. Царица здесь она была. И потом такие предложения прозвучали, что многие известные татарские личности, которые живут в регионах за пределами Татарстана, в энциклопедию не попали, они нигде не числятся, что надо специальную энциклопедию заново делать о выдающихся татарах, которые живут не в Татарстане и не в ближайшей округе, а везде. Это серьезная проблема, то есть надо работать. Потому что без этого мы не сможем воспитать подлинный патриотизм национальный. Это же мы не можем быть только патриотами России. Сознание на этом тоже строится. Татарский патриотизм тоже должен быть. На чем он должен базироваться? На дискуссионной площадке по информационной политике по пространству директор агентства, информационного агентства «Татаринформ» Шамиль Садыков доложил на пленарном заседании, я там от и до сидел, по фактуре медиа сейчас идет рост посещаемости татарских и протатарстанских. Там тоже было предложение тиражи, грантовая поддержка. Несмотря на падение из-за глобализации, тиражи, интерес, особенно Татар Джуниор, детские журналы. Огромный такой бурный всплеск идет. Нам надо только, чтобы все татары, живущие и даже в самом Татарстане, Шаян ТВ, потрясающий проект. Алифба, 5 миллионов просмотров, по-моему, ТикТок собирает. Причем буква «Ж». Наибольшее количество, по-моему, просмотров собирает. Есть где учиться, вот, и Алифба в том числе. Я сейчас просто опять к личностям, потому что, на мой взгляд, да, национальное самосознание не может... Его воспитывать нужно на ком. По личностям было много, да, и предложили назвать и улицу Сюймбеке, и улицу Шаймиева у нас были, да. Искандер Гелязов на дискуссионной площадке говорил о том, что в массовом сознании у нас вообще есть только два героя, это Тукай Джалиль, и вряд ли кто сходу вспомнит там Исхака Ахмерова, да, советского разведчика, или Гарун Тазиева, вулканолога. были предложения по установке памятников, переименования улиц, увековечивания могил, да, установки, справочник с личностями, вот о чем сейчас говорил Ждамир Мавлевич. Вообще, насколько сегодня велика, вот реально велика роль татар, как за пределами и так далее. Причем современников, ведь можно впервые задуматься о том, что современников нужно. Покойный Махмуд Гареев нам даже заказывал, генерал армии, сделать специальный справочник по татарам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, героям этой войны. У нас такого специального справочника до сих пор нет. У нас есть книга памяти. Евреи, говорят, сделали. У нас нет. Общая. Книга памяти, нет, да. Я прошу прощения. Книга памяти – это уроженцев Татарстана. А это речь идет о всех татарах. Как будет выполнять эту задачу, если будет Академия наук, я так понимаю, Институт истории? Ну, работа вообще же большая, ведется, она велась. И, в принципе, то, что такая оживленная дискуссия происходила на полях Конгресса, это говорит о том, что материал есть. Люди уже понимают, чего не хватает, что есть и куда идти дальше. В принципе, я абсолютно согласен с тем, что нам надо шире пропагандировать героев, некогда забытых. Вот мы сейчас с Искандером Левруновичем обсуждали. У нас есть замечательная история участия татарского народа в военных кампаниях российского государства. А ведь там огромные, великие примеры мужества, героизма в 17, 18, 19 веках и в 20 веке, в начале 20-го, еще до советского периода, татары показывали, служа в рядах российской армии. Вот мы этих героев должны сейчас находить и говорить о них, показывать. Это все еще раз подтверждает, насколько наш народ всегда стоял на страже устоев российской государственности. Это тоже один из маркеров национальной идентичности и гордости за свой народ. Хорошо, вот эти предложения, которые мы обсуждали, да, вот опять я говорю, для нас это была очень интересная инициатива выхода и телеканала «Майдан» на «Спутник» как одно из предложений. В целом, вот это все, вот выпуск справочников, увековечение и так далее, все это, условно, вот все предложения на съезде, позволят ВКТ уйти, скажем, от упреков в некой сабантуйности. Но ведь у нас, давайте признаем, что эта формулировка уже приевшаяся.
тоже такая прочно закрепившаяся. Извините, Дамир Мавлевич, но я Нет, думаю... ну, насчет Сабантуйнс тут можно поспорить. Я в свое время тоже осуждал Сабантуйнс еще в 1997 году. Так, а сейчас? Даже у меня специальная статья есть, «Конгресс или Сабантуй» называется. Но там же это один из способов собрания татар вместе в городских условиях. Там обычно татарские массы все полностью не общаются в городских условиях. Их много там. А тут появляется возможность. Конечно, вот как использовать эту площадку, это да. Потому что Рустам Нургалиевич, он не зря критиковал наши Сабантуи. Они оказались сейчас безликие, слишком многонациональные, и татарского там мало что осталось. Вот надо над чем думать. Если будет больше татарского содержания, тогда, может быть, и татары здесь будут вырабатывать свою идентичность более четко на этом пространстве. Тут надо думать. Главное, Сабантуй превратился в концерты на стадионах, в городе концерты. А народ Смыслы разве ушли, идет? да? Разве Смыслы? уже, сейчас ведь уже насытился народ. Во-первых, по телевизору, во-вторых, в интернете есть. Потом на концерты приезжают артисты по всему миру, ездят, приезжают. И поэтому пришли, сели на стадион, посмотрели, похлопали, разошлись. Это не Сабантуй, да? Это не Сабантуй. Одновременно с Сабантуем в Рустам регионах, Нургалиевич по как сути раз дела. имел в виду, чтобы национальные игры, и чтобы каждый принимал участие. Я не хожу на глобальные Сабантуи, они тоже нужны. Эти фестивали, если я приеду в свою деревню, вся моя деревня выйдет, и я приму участие, вот только это я за Сабантуй принимаю. Вот из-за безликости Это в некоторых обычаи. городах этот праздник превратился в День города, например. Сабантуй Ну, проводят в очень, виде очень удобно Дня совместить. города. Да, мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Итак, продолжаем обсуждать сегодня тему. Сейчас вот просто до Сабантуя дошли, и тут горячие споры в момент рекламы. Да. Вот я просто говорила о сабантуйности, то есть о ВКТ как людях, которые проводят, об организации, которые проводят много праздников, в том числе и Сабантуев и так далее, и выполняя фактически представительскую, ну, наверное, да, функцию. Можно? Да, вот Сабантуй. Искандер Леонович, Значит, в я чем как проблема? раз хотел, вопрос-то был в другом. Вот сейчас намечено было много чего. Вот после этого Конгресс татар будет работать по-новому. Я отвечаю нет. Потому что Конгресс татар не является заказчиком этих самых ни научных проектов, ни организационных. Даже Сабантуй, собственно говоря, как выяснилось, проводит Минкульт. Здесь как раз Конгресс татар должен выступать каким-то интеллектуальным центром, который будет оформлять, заявлять эту политику. Но дальше должны быть эти все перераспределены на госпрограммы. То есть, допустим, вот о том, о чем мы говорили. То есть инициатива ВКТ, как да, вот в инициатива, народному а дальше выходят в государственные органы, которые должны выделять, по сути дела, финансирование. Финансирование. Потому что общественная Закрепленное. организация не может сама финансировать. Нет у нее средств, к сожалению, пока. И поэтому, когда мы говорим, например, вот много очень важных, интересных проектов, которые вырабатывает, например, Институт истории, но Институт истории исключен из госпрограммы наследия. И уже который год. Ну, совершенно непонятно, как это так. То есть институт, который был отмечен специально в докладе первого президента Татарстана Митемира Шаймиева, что это одно из высших достижений написания истории татар, а теперь он фактически отстранен от вот такого финансирования. Но это нетерпимое положение. И вот то, что мы говорим, это требует финансирования. Но это, получается, институт из своих внутренних источников должен изыскивать финансирование. Ну, нужны какие-то программы, которые поддерживал бы ВКТ, который бы поддерживал общественность. Курировал бы который ВКТ, да, с этой инициативой? И дальше, да, получало государственное финансирование. Дамир Мавлевич, согласны, Дело не так что... просто обстоит, конечно. В принципе, под разные программы Институт истории тоже может подавать заявки. Это заявки рассматриваются, потом принимается решение. Если сильное стремление есть, можно получить средства. Ну, это грантовая поддержка, неоднократно да? получали. Это грантовая поддержка. Поэтому здесь работать надо дружно по этому направлению. Я думаю, что Институт истории, может быть, должен больше копироваться другими институтами в этих делах. Конечно, академические институты, им удобнее, их же как-то проталкивают вся Академия наук. Им удобнее. А вот Институт истории оказался в ведении Министерства образования и науки и немножко в стороне остался от этого дела. Это надо менять. Я думаю, что есть другие важные задачи, про которые не было сказано. Скажем, вот я начал говорить, была секция по краеведению. Очень важное направление. И одна из задач – это создание татарского этнотуризма.
Сейчас из-за того, что границы немножко закрылись, народ повалил внутри России, везде ходят. Я сам слышал, как двое женщин русских по Кремлю шли и говорили, ну, церковь у нас тоже есть, что тут смотреть. То есть вот приезжим, не татарам особенно, надо что-то оригинальное показывать. Для этого мы должны все свои памятники выявить и обработать их. В музеях тоже должно быть что посмотреть. Это целая программа. А пока что я знаю, только татары Самарской области сделали такую карту этнических объектов. У других татар, других регионов вообще нет даже такой карты. Турист же он не обязательно должен к кому-то прицепляться. Он должен сам ходить, в принципе. Вот смотреть на карту, пойти посмотреть, пощупать своими руками. Это целое направление. Вот как раз сейчас и Институт истории, и Институт археологии должны вот этими вещами тоже заниматься. Это можно как госпрограмму делать. Ну, нет. Я сказал, Да, я да, согласен нет, с тем, что сказал Искальдар Измайлов и Дамир Исхаков. Действительно, глобальные культурные, научные проекты, они работают, они должны быть, их совершенствовать надо, всех надо привлекать. Но в одном тезисе я не согласен. Значит, Конгресс татар должен быть заказчиком. А что? Кто же заказывает деятельность Министерства культуры и финансирование культурных программ? Кто же заказывает государственную программу по этнической идентичности и по национальным отношениям? Кто? Кто же заказывает школы и вузы, деятельность? Это огромные деньги, огромная армия людей. Конгресс татар и татарский народ нуждается в этом. По согласованию с органами госвласти Татарстана и России и других регионов это и реализуется. Другое дело, видимо, не все привлекаются. Например, не все знают, что в госпрограмме в интернете стоит по этнической идентичности. Какие пункты, какие вот от Института истории вошли проекты, какие отчеты появились, сколько выделено, кто занимался этим. Информации нет. Потом, честно говоря, вопросов нет. Я часто вижу, журналисты сидят на пресс-конференциях или к нам приходят, они не задают никаких вопросов. Они просто не разбираются в этих И проблемах. общественные активисты, общественные организации сами тоже о том, что их должно интересовать, что нужно сегодня, просто помалкивают или благодарят в надежде, видимо, получить какую-то подачку. А вот на съезде поднимался уже этот вопрос по госпрограмме, о котором мы сейчас говорили, что не Получается, что Конгресс татар – это вот такой элемент. Татарстан плюс татарский народ и национально-культурной автономии России и других регионов. Вот вместе вот мы так живем. И поэтому без Татарстана или без народа невозможно. Поэтому мы должны горой конечно, делегаты за горой за Татарстан. Понимаете, вот когда мы говорим о том, что необходимо как-то действовать, эксперты сообщества должны задачу само ставить. Это не так просто. Вот сейчас по распоряжению аппарата президента с 2019 года мы занимаемся созданием музеев татарских в Тюменской области. И вот Радий Григорьевич тоже в этом вопросе участвует. Прежде чем начать создавать музей, надо концепцию сделать этого музея. Это кто может сделать? Только ученые, эксперты, иначе там будет не то содержание. Поэтому Конгресс татар должен руководить экспертными сообществами тоже. Конечно, это была... Сегодня это вообще задача функционал есть Академии в наук, УКТ? наша задача. Но Академия наук сегодня есть это? только номинально. В своих выступлениях я внес Нет, а если это нет, а почему не этот вопрос поднимался на съезде? Вы знаете, эксперты стоят очень дорого. Предложение о том, что... Да. А есть история Конгресса татар. 30 лет, 8 съездов. История не написана. Ни одна диссертация не защищена. Ни докторская, ни кандидатская. Нет музея национального движения. Нет музея Конгресса татар. Получается, что мы как-то так уже свои следы теряем на глазах. Поэтому это конкретная реальная задача была бы, конечно. Вот я вам Хорошее замечание. Радий например, Кремович, давайте высказаться дадим. Просто мне хотелось бы по институту пояснить позицию. На самом деле институт получает всестороннюю поддержку от органов власти и управления. Тут речь, Искандер Лерунович, он вопрос поднял, именно, видимо, вот те задачи, те проблемы, которые обозначил съезд и которые на площадках дискуссионных были обсуждены, и вот Дамир Мулявич, где участвовал, и Ремзиль Салихович, они уже сейчас, может быть, требуют пересмотра той программы сохранения национальной идентичности татарского народа, которая при поддержке нашего президента была принята, и, в принципе, она и является основой финансирования той деятельности, которую осуществляет Конгресс. Это научная, просветительская, популяризаторская деятельность. Ну, срок заканчивается, в 2023 году срок заканчивается, значит, надо при новой подготовке программы надо менять. Сейчас мы формируем пакет наших предложений, тоже направляем. Я думаю, эти вопросы, они решаемы, вы правильно сказали.
Тут никогда институт там не испытывал каких-то отказов на свои просьбы. Тут просто была какая-то, видимо, ну, другая ситуация в тот период. Я думаю, мы этот план вместе экспертным сообществом составим этой новой работы в соответствии с новыми задачами, с новыми вызовами. Как вы говорите. Что касается истории Конгресса, действительно, Ремзит Салихович, Хорошее замечание. да, хорошая, но есть работа Рената Зинуровича Закирова, я хотел сказать. который защитил докторскую диссертацию по этой теме. Он всю историю, в принципе, разместил потом в 7-м томе. Это татары, история татар. Татар, да, Нет, ну да, там, в общем-то... это «Татары в изменяющемся мире» называется его книга. Ну да, ну Ренат Зинурович, он... А музея нет, книги нет. Музей я согласен, музей это не создано. О Конгрессе. О Конгрессе. Вот, например, на телевидении я искал, нет видеофильмов о 1-м, 2-м, 3-м, 4-м съездах. А Оказывается, архивы? репортажи Архивы были есть? записаны, а их стерли из-за отсутствия пленок. Ну а как Не вы себе стерли. представляете Архивы музей? есть. Ремзиль Ну, а как вы Салихович. себе представляете почему я на музей? Он экране что, не вижу? будет из И на фотографий экранах они состоять? есть. И в программах и так далее, к 100-летию ТСР, к 90-летию Рустам ТСР. Эти Миниханов программы готовы. сказал Нет, по ходу ведения Василию Гаязовичу, что мы не надо говорить, что у нас Ну, все всё хорошо. идеально. Не надо успокаивать. И даже в заголовок вынесено. Действительно, мы не должны приглаживать, если мы хотим работать. Тем более мы профессионально этим занимаемся. Вот пример. У меня дома 15 лет лежит стенограмма первого съезда, Всероссийского съезда мусульман России, 17-й год, май, Москва, 500 страниц. Я с этой стенограммой, привезен из Германии на латинском шрифте, обошел и институт истории, и Академию наук. К своим начальникам зашел. Он у меня лежит. Говорят, есть там 300 страниц, 30 страниц переведено, есть 500 страниц. Там Муса Бегиев открывает, Мухаяз Исхаки выступает. 900 человек сидели, 10 дней на съезде Это сидели работа историков, в Москве, это не наша 10 работа. дней выступали в доме работа Асадуллаева. У меня лежит, я в течение 2 лет не мог продать, поскольку нужно дать пробить это дело. Так что Конечно. я думаю, что такие инициативы, прожекты, положенные под сукно или отвергнутые, есть. Даже я, который крутится внутри этого, не могу доказать, что это надо переводить, это надо печатать, это надо читать, в конце концов. Спасибо, Ремзиль Салихович. Все-таки я хочу, чтобы мы послушали сегодня Митимир Шариповича Шаймиева, о нем сегодня говорили, все-таки стоял у истоков татарского объединительного движения. Давайте послушаем все-таки его, и вот так в завершении программы потом, наверное, подытожим. Birinchi qurultayda men kongressini yer sharında kun ko'ruvchi tatarlarni birlashtiruvchi, barliq tatarlar ismidan rasmiy so'z ayta oluvchi ham ulug' vaqohatli majlis deb bildirgan edim. Mana nishikkina bo'lmasin, nishikkina kelib chiqmasin, o'z so'zimizni shunda yig'ilishib butun dunyoga ayta olamiz. Bu aytasim kela zo'r jing'u. Bu tanish yo'l bilan endi dürüsünü aytganda o'z g'ururlik hislaringni ko'tarib ish etu ol bizga kundalik turmushimizda ham ruhiy ham kundalik turmushimizda ishlarga kuch berdi, ibira. Bizga bolalar bilan shug'ullanishimiz kerak. Yosh bugun bilan shug'ullanishimiz kerak. Chunki har bir qilgan amalimiz ol endi mana nechik oyanib da söyleyimiz bitinde. Tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni, tariximizni, urf-odatlarimizni saqlashga ham boyituga ishlarga tegish. Ol bizning qo'lda hozir. Bizning qo'limizda. Mana durusini aytganda, haligini aytib aytganda qo'ldan ish qildirga yaramaydi. Ну, все важно, смыслы не меняются, возможно, меняются Митимир программы. сказал главную мысль, которая... Это я считаю, что вот вы прослушали главную резолюцию съезда. И на несколько десятилетий, поскольку это вопрос такой, не такой простой, поскольку дети выросли, которые смотрят на мобильник и разговаривают, думают только по-своему. Очень непросто. Вот мы возвращаемся к тому, почему очень много зрителей проголосовали как раз за татарскость в молодом поколении, и что вот эту задачу сейчас на ВКТ, запросы общества сегодня вот такие, возможно, уже есть. Кстати, очень много звонков поступает сегодня по голосованию. Больше 60% за первый вариант ответа — это сохранение языка и культуры. Очень много ВКонтакте, те, кто нас смотрит, пишут, что нужны интернет-площадки для молодежи, подчеркивают, что нужно сохранить татарскость, в том числе ВКонтакте. Некоторые задаются вопросом, а за что отвечает ВКТ? И мне кажется, это тоже необходимо. Возможно, да, нужно готовить журналистов, которые будут
на эту тему более детально и более подробно. Да? Пресс-центр. Пресс-центр есть. Начинают усилять Денис пресс-центр. Борисович Не знаю, Шакиров но есть, действительно Василий есть о чем Шакразиев. говорить. Мне хочется сейчас, Придем, во-первых... наверное, Денис Олегович, дайте все-таки представлю, пожалуйста. Итак, значит, были избраны состав Национального совета, да, переизбран главой совета Василий Шакразиев. Всего больше 75 имен. Среди них вот наши эксперты сегодня здесь почти все. Кроме нас с Искандером Леруновичем сегодня. Ну, может быть, в следующий раз, да, на следующем съезде. Все-таки в завершении давайте попробуем подвести итог. Юбилейный съезд закончился. Довольны, недовольны и что будет дальше? Денис Олегович, коротко, пожалуйста. Я доволен тем, что я ожидал, что времена сложные, вы там, татары, со своими культурами, историями не возникаете. Я доволен тем, что, оказывается, народ пришел с надеждой. Татары Башкортостана мне в WhatsApp написали, что делегация Башкортостана едет в надежде узнать, как будем жить дальше. И вопрос на этот все-таки какой-то ответ получил. Хорошо. Я Альфия думаю, что- Хамадзина. Ну, нам съезд, конечно, всегда дает такую духовную, можно сказать, душевную теплоту. Мы убеждаемся, что нас здесь ждут, что здесь все хорошо. И это нам дает какую-то силу, поддержку. И нам вот этот съезд, потому что у меня еще один делегат, очень нас впечатлил своей мощью, поддержкой. Соответственно, я говорю, как зарубежная общественная организация. Мы, с нашей точки это зрения, очень коротко, для нас пожалуйста. как бы замечаний нет, мы довольны. Хорошо, работой спасибо. вот Дамир этой. Мавлевич. Сейчас Главный Конгресс итог. занимается внутренней перестройкой работы. Она только началась. Имели лишь работу, имеет другую структуру несколько. И внутри исполкома новые люди появятся, новые направления. Я вот считаю, что одно из важнейших направлений – это все-таки поддержка развития национального самосознания. И я бы хотел, чтобы внутри Конгресса была группа, которая занималась пропагандой исторических знаний. Очень сильная пропаганда нужна. Хорошо, спасибо, очень интересно. Да, Искандер Лерунович. Я смотрю с большим оптимизмом. Я думаю, что этот съезд, несмотря на сложности какие-то, шероховатости, споры, он дал большую долю оптимизма для совершенствования развития. И я тоже полагаю, что главный упор сейчас нам нужно сделать на историческую политику во всей ее полноте. И работать среди молодежи, внедрять эту политику в интернет. Спасибо, Радик Ильич. Это прорывной съезд. Мы поняли, что помимо многих достижений у нас еще очень много проблем и новых целей. И что важно, этот съезд дал настрой работать. Всем нам вместе, рука об руку. Хорошо, в завершении программы благодарю еще раз всех наших экспертов, зрителей, которые были сегодня очень активны как в интернете, так и на телеэкранах. Хочу пожелать нам всем встретиться через 5 лет, я не знаю, может быть, уже обсудить, что удалось сделать, что нет. Но сегодня были очень интересные предложения, и мне кажется, я надеюсь, что они будут услышаны. Есть с чем работать, да, и с кем работать. Так что успешной работы нам всем пожелаем. Спасибо, всего доброго, было интересно.